Баразгада салям. Всем привет. Меня зовут Рима, я учу татарскому. Меня зовут Айнур, я учусь у Римы татарскому. И, Рима, сегодня татары пробуют понять, почему в татарском языке, вот я не знаю, как так случилось, есть слова, которые не соответствуют сингармонизму. Потому что, когда я учу татарский, мне все учебники говорят, татарские надежно придерживаются сингармонизма. Но при первом подходе самые популярные слова, они не сингармоничны. Еще раз, сингармонизм, да, когда мы говорим у в этом слове, да, там кульмяк. А есть твердые, да, гласные. Коймак, когда у. И вот начну. Сразу пачка тебе слов. Сялям. Ся. Мы говорим ся в начале, потом лам в конце. А откуда вообще? А. Дальше сягат. То же самое. Ихтибар. И мягкое. Потом дальше бар. Что происходит с татарским? Почему он поломался? Ну, во-первых, мы произносим салям, а не салям. То есть при произношении закон сингармонизма работает только так. То есть в орфографии мы пишем сялам, Да. а говорим сялям. Да. Угу. Сягат там понятно. Там даже при произношении и даже при нормальном алфавите там будут нормальные гласные одного ряда. То есть там должно быть ся, г твердая, т. И все. Но ведь мы вот эту г твердую, да, мы говорим только тоже в твердых словах. Вот гомумен тоже слово, да? Гомумен. Там же о в начале. Гомумен. Как учить татарский, если каждый раз что-то новое происходит? Кстати, не Вот, каждый раз новое. Это вообще-то старое. Это арабизмы, которые пришли к нам вот именно со своими собственными правилами. И мы, как самый гостеприимный, самый уважительный народ, оставили со своими правилами, со своими самоварами. Кстати, в немецком тоже такое. Все слова, которые приходят, остаются с таким же произношением. Которые приходят с итальянского, с французского. А вот которые приходят с английского, нет. Окей, хорошо. Это арабизм. Да. И салям, и сягат. Да, и ихтибар, и гомумен. Хорошо, а вот мы в прошлом видео обсуждали слово эдабиет, да? Почему там тогда мы говорим эдабиет, а не как в салям не превращается в мы говорим эдабиет. Там мы, когда вот говорим только одно слово, оно еще как бы вроде мягкое. Мы там даже не замечаем, что где-то что-то тверже. Но когда говорим эдабияты, татар эдабияты, инглис эдабияты, уже начинают происходить странные вещи. Эдабиет — это тоже слово, это арабизм, который вошел в татарский язык. Да. Врач еще слово, да? Табиб тоже. Табиб. И это тоже прикольно, потому что в татарском нету родов, но вот когда есть слово табиб, то у нас есть табиб и табиба. То есть мы еще у арабов, кроме слова, еще взяли еще и рода, типа, в этих профессиях. А есть еще какие-то такие профессии, у которых два рода? Ну да, они все в основном арабизмы, то есть, масалян, галим, галиме, мугаллим, мугаллиме, адиб, адибе, ну, еще медсестра, шафкат Туташа, но это Кем? Шафкат Туташа. Шафкат Туташа? Да. Подожди, вот если есть чувак, его зовут Шафкат, и у него есть девушка, она еще Туташ, то это она Шафкат Туташа, это... Шафкатның кызы. Шафкатның ерген кызы. А если поет Салават, то он поет про сестру милосердия, то есть про медсестру. Шафкат Туташа. Кызык. Вообще. Ну, просто же смотрите, еще раз, в татарском, когда у нас твердые слова, мы говорим г, а в мягких говорим г. Но при этом у нас это правило нарушается в ихтибар, нарушается в сягат, и, например, в словах там голим или голим все-таки мы говорим. Голим. Го. Нет, здесь не нарушается. Сори. Зря погнал бочку на голим. На ученых. Да. А вселенная? Галям. Вот там какая г? Да. Потому что, чтобы произнести его именно твердо, там приняли решение, что надо оставить букву а поставить твердую гласную. Галям. Но вот это вот второе, получается, гласное первого слога читается как галям. Вот это вот а ставится чисто ради того, чтобы г читать твердым. Там закон сингармонизма работает только так. Короче, смотрите, прикол, да? Еще раз. Есть г, твердое г, точнее, есть просто г и вот угулярное г. Вот это угулярное г, оно должно читаться в словах твердых, да? Мы говорим гмер, да? Гомер. Тоже говорим гмер. Зачем там ставят О? Зачем Хорошо. там пишется О? Чисто Так, ради Г. Давай, дай мне просто какое-то слово, где есть просто г, не г. Гель. Гель, вот, гель.
Смотрите, сингармонизм работает Там нечему работать, там одногласные. Ладно. А теперь в твердой позиции найди мне какое-нибудь слово, пожалуйста, вспомни из твоих чертог татарского разума. Гашик. Гошик. Вот, да, гошик полностью твердое слово по сингармонизму, и поэтому там г. И вот, И я в как... конце. Да, и к. И как я понимаю, да, то есть если у нас вообще правило такое, в сингармонизме, в твердых о, а, у, словах, да, у нас все время г будет угулярным, г. Но если оно попадает рядом с мягкими буквами, типа вот сягает, да, и мы это показываем либо тем, что букву например, пишем как а, либо ставим прям твердый знак открыто, правильно? Да, магрифет, например. Да. Вот. Да. И просто это тоже очень важное осознание для тех, кто учит татарский язык, чтобы понять, что язык работает так. Да. Какие еще слова есть, где сингармонизм нарушается? Я вот сходу их называю, там, ВМР и... Гойле. 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 Гадет. Ага, привычка. Да. У нас еще гырыв, гадет, традиция. Гырыв, гадет. Там оба слова. Гырыв, гадет. Да. Даже и гырыв тоже? Да. Улям, вообще. Римма. Да, старинно-татарское имя. Ты хочешь сказать, что и это должно быть мягкое, а твердое, поэтому неправильно, когда и дальше идут какие-то другие классы. Да, ну потому что ты учишь, ты говоришь, вот, в исконно тюркских словах правило соблюдать сам огащ, да, а твердое, г становится угулярным огащ, кием, все мягко, все хорошенько. Ну, потому что остальной слог мягкий, остальные гласные мягкие. И кием тоже тюркское слово, судя по всему, да? Да. Тиен еще. Тиен, да. Хамбашкалар. Лякин, мәсәлән, тарих. Тарих тоже не тюркское слово. Я думаю, все, что касается вот наук, это все арабизмы. То есть ты пришел с какого-нибудь золотого века вот арабской культуры в те времена или попозже, когда, то есть там Орда принимала ислам, там появлялись эти ученые. Бина. Да, но если так подумать, получается, татарский вообще типа наполнен арабизмами в терминах. Дни недели у нас персидский. И вообще, кстати, много арабизмов. И я тоже узнал этот интересный факт когда-то, что много арабизмов, которые пришли с арабского, в арабский вообще пришли с персидского. Потому что когда арабы завоевали Персию, Персия, она была культурно, интеллектуально и научно более развита, чем арабский мир. И поэтому они все переняли оттуда, и потом опять все это пришло в тюркам. А еще есть слова, которые потом из тюркских пошли в русский. То есть они вообще огромный путь проделали. А есть еще, которые, я знаю, что им пошли, например, в другие языки, потом вернулись обратно в татарский. У нас такой подкаст для СДВГ получается. Хорошо, Рима, давай, последний пункт. Я сейчас тебе скажу слова, вот, которые ты точно не сможешь отмазаться, типа это арабизмы. Так вот, мы так их взяли. Самые базовые татарские слова. Синга, тебе, меня, мне. Первое си, потом ма. Но при этом в башкирском мы говорим синге, минге. Да, в татарском языке, в отличие от других тюркских языков, поддерживая направление. Окончания твердые. Си, плюс там вот окончание ва, то есть сима, синва, сима, нинва, зима. Но другие окончания у него мягкие. У этих местоимений мягкие. Например, минен, синен, минен, синен, ля, синдя. Это вот только в случае с этим, с направлением. Да. Ну вот интересно. Если есть какие-то суперученые татарского языка у нас в подписчиках, пишите в комментариях, почему синга нельзя. Да, филологи в комментариях. Это ваш выход. Я еще мечтаю снять, конечно, как-нибудь ролик нам, разобрать вот этот вот поволжский сдвиг гласных, да, то есть то, что в татарском и башкирском языке, вот только в двух этих языках, все поменено местами. То есть все тюркские языки говорят мен, бен, и татар с башкирами мин. И вот везде, где будет у всех тюрков вот этот звук у нас будет и наоборот, да. Я уже рассказывал этот пример, когда у нас там собака а в турецком это мясо. У них ит это мясо, у нас ит это мясо, у них ит это собака. И поэтому, когда мой там ребенок приезжает в Турцию и видит собаку и кричит турки такие типа слышат мясо. Вот, и таких приколов много. Кус, гёс и, короче, вот это тоже было бы интересно разобрать. Спасибо, Рима. Вроде что-то стало понятно, но не до конца понятно. Зурсинга Рахмет. Хотите учить татарский в легком ежедневном формате, подписывайтесь на наши соцсети. Сау болыңыз. Саламат болыңыз. Саламат, кстати. Салам. Ассаляму алейкум.
Алейкум ассалям, Рима, да. Решил в конце со мной поздороваться. Окей, все, соблагос.